Такие действия вызывают обеспокоенность. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как танкисты с базы Российской Федерации в Таджикистане уже переброшены на границе с Афганистаном и зачем. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя с текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео, и мы с вами свяжемся. Россия воспользуется своей военной базой в Таджикистане, чтобы предотвратить угрозу, надвигающуюся со стороны Афганистана. Танкисты российской 201-й военной базы в Таджикистане совершили переход границы с Афганистаном. Они прибыли на полигон Харп-Майдон, сообщает 20 июля пресс-служба Центрального военного округа. Экипажи танков Т-72 совершили марш протяженностью 200 километров. При этом они отработали вопросы боевого охранения колонн, преодолели зараженные участки местности и отразили атаку диверсионно-разведывательных групп и авиации условного противника. Затем экипажи прибыли на полигон и стали оборудовать позиции и укрытия для танков. К афганской границе уже переброшено около 50 единиц военной техники. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов. И мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном. В начале августа Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут на полигоне Харп-Майдон антитеррористические военные учения. Но также некоторые эксперты предполагают, что подобные учения – это лишь прикрытие. На самом деле Россия и Таджикистан стягивают технику на границу далеко не для учения, а для защиты от талибов. Эксперты предполагают, что никто не доверяет мирным заявлениям Талибана и всяческим образом пытаются перестраховаться, стянув технику к границам. Как вы думаете, правильно ли они делают? Доверяете ли вы заявлениям талибов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сейчас на этой российской военной базе близ границы Афганистана 7000 военнослужащих. Будет ли в ближайшее время пополнен личный состав, Лавров не уточнил. Однако министр напомнил, что обязательства России в рамках Организации договора о коллективной безопасности остаются в силе. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.